Вы смотрите актуальное интервью, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. 12 февраля в Якутске началось первенство Дальнего Востока по художественной гимнастике. В течение 5 дней на ковер в зале гимнастики ДЮСШ номер 9 выйдут спортсменки из 9 регионов Дальнего Востока. Соревнования завершатся 16 февраля. О спортивных мероприятиях и о развитии художественной гимнастики у нас в республике мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Татьяна Шишигина, тренер детской и юношеской спортивной школы номер 9 города Якутска и спортивный судья всероссийской категории. Татьяна Кирилловна, добрый день. Здравствуйте. Давайте немножечко сначала поговорим о Якутской школе по художественной гимнастике. Как это все начиналось и каковы перспективы сейчас? Ну, на самом деле, история развития художественной гимнастики в Якутии, она начиналась, наверное, еще в начале 70-х годов в городе Мирном. Тогда это был еще только кружок художественной гимнастики. Вот, в такой кружок когда-то пришла я заниматься. Вот, были у нас хорошие такие результаты. У нас 15 мастеров спорта Советского Союза, которые воспитаны в Мирницкой детской спортивной школе. При Якут-Днепроалмазе тогда еще это было, институт Якут-Днепроалмаз. Вот. И в 90-е годы, ну, как бы немножечко все затихло, как и везде. И с начала 90-х годов развиваться гимнастика начала в Якутске непосредственно. Нас оказалось здесь 3 тренера. Открыли отделение в ДЮСШ номер 1 тогда еще. Вот. И уже в 2000 году мы участвовали первый раз на международных спортивных играх «Дети Азии». Несмотря на то, что наша школа только-только начинала свои какие-то первые шаги в межрегиональных соревнованиях тогда еще. Но, тем не менее, мы участвовали. Вот. И в 2004 году уже, когда мы принимали участие второй раз как вид спорта в этой программе, у нас абсолютной победительницей стала наша воспитанница Виолетта Никифорова-Иванова. Вот. Ну, вот недавно завершились соревнования в Улан-Удэ. В какой программе там выступали наши девочки? В Улан-Удэ проводился чемпионат Дальневосточного федерального округа по программе мастеров спорта. Вот, наша команда состояла из 6 человек в личной программе и команда групповых упражнений. Ну, вообще, как бы состав команды официальный, он 6 девочек в личной программе и команда групповых упражнений. Как показали себя, как выступили? Ну, наши девочки молодцы. В групповой команде мы заняли первое место в многоборье. Это вообще-то очень хороший результат. Но на самом деле у нас уже есть золото. 2 года назад тоже команда наших групповичек, тоже на чемпионате Дальнего Востока, он был во Владивостоке, тоже заняли первое место. Но в отдельных видах программы вот у нас есть золото и есть... По-моему, даже 2 золота у нас есть на тех соревнованиях. Но это как бы неофициальный финал в отдельных видах. А вот официальное многоборье, вот победителями мы стали вот в этот раз. И это, конечно, очень хорошее достижение, и мы очень рады. Вот. Ну, на самом деле мы к этому успеху шли уже несколько лет, потому что в этой команде стоят девочки, которые соревновались на Детях Азии вот, на прошедших в 2024 году. Вот. И тоже у них было золото и бронза, но тоже в отдельных видах программы. И тогда они выступали еще по юниорской программе. Сейчас это уже программа мастеров спорта, это взрослые гимнастки, сеньорки мы их называем. И вот такой вот успех, ну, на самом деле он закономерный. И в течение всего вот, как бы подготовительного периода уже были предпосылки к тому, что мы едем туда конкретно за золотом, потому что мы участвовали и на чемпионате России, были в 20-ке сильнейших, на Кубке России, который прошел в Казани в декабре, мы уже были 12-е, а в упражнении с обручами и мячами мы были 8-е. Ну, то есть мы понимали, что да, мы достаточно сильная, крепкая команда и можем претендовать на золото. Но вот возвращаясь к Улан-Удэ, вы ведь там были в то же время в судейской коллегии. Это же, наверное, должно быть тяжело, потому что судья должен оставаться беспристрастным, но в то же время смотришь на выступления чуть ли не своих подопечных. Ну, конечно, на самом деле судья – это совершенно другая работа, потому что и тренер – это то, что в зале, то, что в процессе. И девочки с командой наших замечательных тренеров – это наш главный тренер Ксения Павловна Дудь,
Дудкина, сама олимпийская чемпионка именно в групповых упражнениях, вот Лондонской Олимпиады. И наши прекрасные тоже тренеры Анна Куликова и Анна Быстрова, они чемпионки России, тоже в групповых упражнениях, сами они из Нижнего Новгорода. Очень хорошо у нас сложилась работа вот в таком тренерском, молодом, очень амбициозном коллективе. И вот наши гимнастки, они с тренерами, можно сказать, на одной волне. И у нас это очень хороший коллективный результат получается. Вот. Но судья это, да, это немножечко другое, но, конечно, волнуешься, переживаешь всегда, когда наши гимнастки выступают, но, да, нужно с холодной головой сидеть и смотреть то, что гимнастки делают, и как бы беспристрастно действительно оценивать то, что они делают. Теперь о первенстве, которое вот-вот уже начнется в Якутске. Насколько важно проведение такого мероприятия в целом для развития якутской школы гимнастики? Ну, в первую очередь, это, конечно, действительно высокая оценка, признание, да, со стороны и Федерации гимнастики России, и нашего общества, да, наших руководителей спортивных, признание развития художественной гимнастики в нашем регионе, в нашей республике, что мы уже достаточно крепко стоим на ногах, что у нас хорошие результаты, что у нас есть на самом деле богатый опыт проведения международных соревнований. Мы вот с 2000 года участвуем в программе международных спортивных игр «Дети Азии». Вот. И, конечно, это дополнительный стимул для развития гимнастики в нашем регионе и привлечения как можно больше массы детей к нашему виду спорта. Кто будет представлять нашу сборную? На самом деле в этом году у нас изменился регламент проведения вот таких соревнований, первенств, первенств округов федеральных. И в этом году у нас будет проводиться отдельно первенство России в юниорках, по программе кандидатов в мастеров спорта, и отдельно первенство в предюниорах по программе первого спортивного разряда. И получается так, что сейчас наши соревнования, на самом деле, это 4 разных соревнования, это 4 разные программы, потому что отдельно пройдут соревнования среди девочек возраста 10 лет, это первый разряд, да, в личной программе отдельные соревнования, дальше отдельные соревнования в этом же возрасте в групповом упражнении, и там выступают наши тоже гимнастки, которых старшие наши тренеры отобрали летом в этом году. И это девочки 13-14 годов рождения. Они тренируются в Москве уже вот полгода. И сейчас мы очень надеемся на то, что их дебют, это будет дебют действительно на такого уровня соревнованиях, он пройдет достаточно успешно, потому что девочки очень много тренировались, очень много сил вложили, и тренеры, и сами дети вот в то, что мы сейчас хотим от них увидеть. Да, какой-то результат. Вот надеемся очень, очень сильно надеемся на них. Дальше будут соревнования в эти же сроки, параллельно соревнования по программе кандидатов в мастеров спорта и в личной программе, и отдельно в групповых упражнениях. Вот. Кроме того, будут финалы и отбор команды от Дальневосточного федерального округа для участия отдельно в первенстве России по юниорам и отдельно по предюниорам. Вот. Состав команды 10 человек в личной программе в каждой возрастной категории. И групповая команда. У нас 2 групповых команды и в кандидатах представлено, и в первом разряде. Вот. И в первом разряде в индивидуальной программе у нас выступает 10 девочек, а в кандидатах у нас выступает 6 девочек. Максимум зачет идет по 6 лучшим результатам. Вот. И вот эта 6 у нас представлена в кандидатах. Вы сами про результаты сказали. Я хотела спросить про критерии отбора в сборную. У нас проводился, отбор, конечно же, да. В декабре мы проводили первенство и чемпионат республики, на котором мы просмотрели всех
ну, сильных действующих гимнасток нашей республики. Сейчас у нас уже география достаточно широкая. Если еще несколько лет назад гимнастика была в основном только в Якутске, Мирном и Нерюнгри, то сейчас уже и районы республики подтягиваются. У нас гимнастика представлена в Майе, в Намском улусе, в Хангаласском улусе. Причем в Хангаласском улусе это не только Покровск, это и Махсагалух, и Ой, и Немигюнцы. Вот. Это очень здорово, это очень радует. Есть у нас гимнастика из Заполярья. Вот. Приезжали наши тренеры и гимнастки юные из Верхоянска. Вот. И это, конечно, очень здорово на самом деле, потому что чем больше выборка, да, тем лучше можно отобрать, да, просеять вот сквозь вот это вот решето действительно наиболее перспективных, наиболее талантливых гимнасток. И мы провели этот отбор на прошедшем первенстве в декабре и отобрали перспективных наших, наиболее перспективных детей для участия в этом первенстве, потому что мы к этому первенству, можно сказать, готовились год, начиная с прошлого года, когда первенство было в Улан-Удэ, и оно для нас не сложилось настолько удачно, сколько мы хотели, хотя там вот Настя Афанасьева вошла в состав команды Дальнего Востока, вот, участвовала в первенстве России, достаточно удачно, но вот наши старшие девочки по состоянию здоровья не смогли показать свой максимум, и вот мы сейчас хотим, чтобы у нас все сложилось, вот, надеемся на это очень. Да, Татьяна Кирилловна, просто прозвучала от вас такая фраза, что мы ехали нацеленные на золото. Сейчас нацелены на золото? С каким настроем на первенстве будет? Конечно, всякий солдат, да, хочет быть маршалом, и мы хотим, конечно, и золото, и, возможно, и другие медали. Но, как я еще раз говорю, у нас вообще будет разыграно 8 комплектов медалей, и, конечно, мы надеемся на какие-нибудь медали, на золото, конечно, тоже надеемся. Ну что ж, тогда пожелаем удачи нашим спортсменкам. Большое спасибо, что пришли к нам сегодня, рассказали вот в преддверии такого большого мероприятия. По возможности приходите к нам еще, рассказывайте и о дальнейших результатах. Спасибо большое. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.